Для абхазского государства одним из главнейших вопросов является возвращение на историческую родину соотечественников, проживающих в других странах мира. Репатриация – это не просто возвращение на родину. Вместе с людскими ресурсами в страну приходит капитал, бизнес, новые технологии. И все должны понимать, что построение современного абхазского государства, минуя соотечественников, невозможно, убежден министр по репатриации республики Беслан Бар. Наше общество должно выработать такую идеологию, что построение современного абхазского государства, минуя своих соотечественников, невозможно. Наша диаспора и из Турции, и из Сирии, и Иордании, других стран, вот именно в период Отечественной войны народа Абхазии оказала мощнейшую поддержку и людским ресурсом, и финансами. Сейчас в Абхазии проживает до 3000 репатриантов, вернувшихся в разные годы, преимущественно из Турции и Сирии. Но для более успешного процесса возвращения абхазов на родину нужна продуманная государственная программа, отмечалась на встрече. Однако и здесь есть свои трудности. Бюджетного финансирования, которым располагает Министерство по репатриации, это всего 150 миллионов рублей в год, не хватает для решения многих проблем. С финансами, которыми мы располагаем, расписать программу на 5 лет или же на 10 лет 100, 140, 150 миллионов. 150 миллионов, вот второй год пошел, мы небольшую одну программу запустили, 500 с чем-то заявлений на получение, 500 с чем-то семьи ждут жилье. Чтобы 500 квартир нам построить, нам нужно 500 миллиарда денег. Я не знаю, даже не хватит 500 миллиарда. А можно ли за 150 миллионов построить такие дома? Многие абхазы, проживающие в Турции и других странах, ни разу не были на своей исторической родине. Они просто не могут себе позволить дорогостоящие перелеты всей семьей. Поэтому есть смысл для начала наладить морское сообщение. Минимум $1200. Может ли сегодня средняя абхазская семья в Турции вместе со своими детьми приехать и погостить хотя бы одну неделю в Абхазии? Если у нас заработает аэропорт, если у нас хотя бы морское сообщение в месяц 3-4, я уверяю вас, очень многие хотят побывать на своей исторической родине. Говорить о репатриации, люди, которые 150 лет тому назад покинули эти земли, не увидев его заново, и репатриироваться на эти земли, друзья мои, это сложно. Еще одна проблема – это изучение родного языка. Сегодня 4 учителя абхазского языка из нашей страны работают в Турции. С сентября Министерство по репатриации планирует открыть курсы абхазского языка в столице Иордании – Аммане. Для наших соотечественников оказывается новая среда, языковая среда оказывается совершенно незнакомой. Поэтому этим людям очень сложно освоить свой родной язык. Создать условия без проблем. Понимаете, сегодня этими вопросами занимается и Комитет по государственной языковой политике. Сегодня этими вопросами занимаемся и мы. Сегодня 4 учителя работают в Турецкой республике. Сегодня Иордания ставит вопрос, чтобы при Диван-Абазе в Омане, чтобы были курсы изучения абхазского языка. С сентября мы обязательно начнем. Абхазы, вернувшиеся на историческую родину в течение 5 лет, имеют статус репатриантов. Министерство по репатриации репатриантам выплачивает единовременные пособия по рождению ребенка. 30 тысяч рублей за первого, 40 тысяч рублей за второго и 50 тысяч рублей за третьего. За 2018 год абхазы, вернувшиеся на историческую родину, заключили 17 браков. В семьях репатриантов родилось 25 детей. Беслан Бар сообщил, что в 2019 году планируется завершить строительство 4 домов для репатриантов. Министерство по репатриации также проводит большую культурно-просветительскую работу. К примеру, в мае этого года планируется проведение форума молодежи и студентов абхазской диаспоры, а также фестиваль самодеятельных коллективов в Пицунде с участием представителей зарубежных культурных центров. На Алакове Алексей Гухав, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.